Добрый вечер. В эфире очередной выпуск информационного канала Чечен-Инфо. Напомню, что жанр этого проекта мы обозначили как общественно-политический телевизионный журнал из сверстан он из репортажей корреспондентов по следам событий прошедшей недели. На этой неделе в обойме событий приезд в Республику китайских врачей, участие молодой чеченской вокалистки в престижном международном конкурсе, строительство в Республике мечети в форме священной Каабы и многое-многое другое. Кроме того, как и обычно, обзор новостей виртуального мира, календарь событий июня в истории Чеченской Республики и в конце программы история известной летчицы чеченской Ляли Насухановой, которая ценой неимоверных усилий добилась того, что вошла в десятку лучших летчиков СССР. Команда информационного канала настаивает на том, что новости могут быть интересными, если к ним подходить с интересом. Итак, поехали. Сегодня в программе. Приезд в Республику китайских врачей, участие чеченской вокалистки в престижном международном конкурсе, строительство в Республике мечети в форме священной Каабы, это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. Считается, что чеченская молодежь в своем стремлении следовать моде потеряла свою индивидуальность и национальный колорит. Об этом же в рубрике «Дайджест Инфо» размышляет и Тагир Салаханов. Авиакомпания «Грозно-Авиа» открыла маршрут в Сочи. 73-летний итальянский велопутешественник покоряет Россию и Чеченскую Республику. Футбольный клуб «Терек» ждет не совсем обычный товарищеский матч. Об этом и не только в еженедельной подборке интернет-новостей минувшей недели. Члены бандподполья не оставляют попыток втянуть молодежь в бандитское сообщество. Завлекая обманным путем и посулами неокрепшую молодежь в свои ряды, они заставляют ее участвовать в боестолкновениях. Как это происходит и какие при этом используются формы и методы убеждения, об этом в еженедельной рубрике «Тема инфо». Всеобщее восстание под руководством Бейбулата Таймиева, забастовка рабочих нефтяных промыслов Грозного, восстановление чечено-ингушского государственного ансамбля песни и танца – все это и многое другое в хронологии памятных дат июня в истории Чеченской Республики. 4 раза она сделала попытку попасть в отряд космонавтов, но клеймо спецпереселенца давало о себе знать, сопровождая как тень. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о выдающейся летчице чеченке Ляле Насухановой. В рубрике «Экспресс-инфо», как и обычно, представлены наиболее яркие события прошедшей недели. Это 10 мини-репортажей на актуальные темы. Принятие закона о нотариальных округах и количестве должностей нотариусов в нотариальных округах Чеченской Республики, китайских врачей, участие молодой чеченской вокалистки в престижном международном конкурсе, строительство в Республике мечети в форме священной Каабы. Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. В селе Заканюрт Очхуаймартановского района Чеченской Республики начато строительство новой мечети, которая будет напоминать по форме священную Каабу в Мекке. Площадь мечети составит 900 квадратных метров, высота внутреннего свода 11 метров, а минарета 35 метров. Возведение мечети ведется по поручению президента Рамзана Кадырова. Финансирование проекта осуществляется из средств регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Сообщается, что президенту было представлено несколько проектов, из которых глава республики заинтересовался именно этим архитектурным решением. Мечеть спроектирована по форме куба, только в отличие от мекканской Каабы, эта мечеть снаружи будет отделана черным мрамором и декоративным камнем. В здании предусмотрено 3 этажа. Мечеть рассчитана на 2000 человек. Строители уже завершили фундаментные работы и начали возведение стен. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на осень текущего года. В этом году на бесплатный летний отдых в регионе Северного Кавказа из Чеченской Республики будет вывезено около 33 тысяч детей. Планируется, что активный вывоз детей в оздоровительные лагеря начнется в период школьных каникул. Сообщается, что в 2009 году на отдых детей выделено свыше 236 миллионов рублей. С начала года уже отдохнуло 8 тысяч детей, которые нуждались в санаторно-курортном лечении. Планируется, что до конца года отдохнет еще 25 тысяч детей. Известно, что география вывоза в этом году будет расширена. Помимо ставших традиционными лагерей Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, дети будут вывозиться на базы отдыха Каспийского побережья Дагестана и Азовского морей. Определенное количество детей, страдающих различными формами заболеваний, будут проходить реабилитационный курс на Черноморском побережье. Ожидается, что в течение всего периода детского отдыха республиканские профсоюзы совместно с Фондом социального страхования будут контролировать на местах качество оздоровления детей и уровень предоставляемых услуг.
Чеченские дети, страдающие детским церебральным параличем, смогут пройти курс лечения по китайской методике. На этой неделе в республику прибыло 7 специалистов Шаньсийского реабилитационного центра из китайского города Тайюань, специализирующихся на лечении ДЦП. Первыми пройдут курс лечения дети в возрасте до 3 лет. Лечение маленьких пациентов, страдающих детским церебральным параличем, будет проводиться в Республиканском центре медико-психологической реабилитации детей, который построен в Грозном в прошлом году. Всего в республике насчитывается 800 детей, страдающих этим заболеванием. Китайские специалисты уже заявили о том, что необходимая помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается. Лечение будет проводиться поэтапно, группами по 100 человек. Первая группа детей в возрасте до 3 лет уже госпитализированы, и курс лечения для них уже начался. Он составляет 21 день. Депутаты парламента Чеченской Республики одобрили поправки в закон о республиканском бюджете на 2009 год, направленные на преодоление последствий мирового финансового кризиса. 2 июня подготовленные республиканским правительством, внесенные президентом республики поправки в республиканский закон о бюджете на 2009 год, были рассмотрены на заседании парламента республики. Предложенные изменения касаются в первую очередь антикризисных мер, которые принимает республиканское правительство. С этой целью правительством специально были разработаны меры, призванные максимально смягчить сокращение статей бюджета в условиях кризиса. Поправки предусматривают в частности незначительное уменьшение финансирования по линии федеральных целевых программ, а также отказ от увеличения заработной платы государственным служащим в октябре текущего года на 9%. Ожидается, что доходы бюджета, согласно поправкам, уменьшатся на 2 миллиарда рублей. Молодая вокалистка Чеченской государственной филармонии Айна Исаева выехала на 9-й международный фестиваль молодых исполнителей «Хрустальная магнолия», который пройдет в Сочи. Фестиваль существует с 2004 года. Первые 5 фестивалей прошли на побережье Черного моря. 6-й и 8-й фестивали состоялись в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. Столица России Москва принимала 7-й фестиваль. В рамках «Хрустальной магнолии» проводится конкурс по 10 номинациям, среди которых и вокал. Возрастная категория участников от 5 до 25 лет. Певица, которую называют чеченским соловьем и голосом которой в свое время восхитилась даже Галина Вишневская, выступит на фестивале с программой из 3 номеров. Это роман «Соловей» на музыку Алябьева, арию «Если любишь Перголези» и чеченская песня «Новчуя Сансир Ласеда» на музыку Аднана Шахбулатова. На этой неделе принят закон о нотариальных округах и количестве должностей нотариусов в нотариальных округах в Чеченской Республике. Данный закон разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о нотариате с целью защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц в ходе совершения нотариальных действий. Как известно, соответствующими федеральными законами границы нотариальных округов и количество в них нотариусов определяются органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Принятие заявленного закона о нотариальных округах и количестве должностей нотариусов в нотариальных округах Чеченской Республики устранит правовые пробелы в законодательстве Чеченской Республики в сфере нотариата и защитит права и интересы граждан и юридических лиц в ходе совершения нотариальных действий, сообщают СМИ. В Законодательном собрании Чеченской Республики обсудили обращение депутатов Кемеровской области к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву о придании празднику Пасхи статуса государственного. Как отметил председатель комитета Хусейн Яхиханов, придание ежегодному празднику православных Пасхи государственного статуса означает увеличение роли религии в обществе, а также более уважительное отношение к национальным традициям и обычаям народов России. Праздник Пасхи имеет многовековую историю, и принимая во внимание, что на территории Чеченской Республики живет несколько десятков тысяч православных, думаю, инициативу коллег из Кемеровской области необходимо поддержать, отметил Яхиханов в этой связи. По итогам обсуждения было принято решение вынести данный вопрос для рассмотрения на заседании Совета парламента Чеченской Республики. На прошедшей неделе специалистами строительной компании «Рика Групп» руководству Чеченской Республики представлены материал эскизных решений проектов станций «Каскада ГЭС» на реке Аргун и проекты Чуриюртовской и Дубоюртовской гидроэлектростанций. Отметим, что разрабатываемая схема размещения каскада Аргунских ГЭС предполагает строительство 10 станций, 6 из которых будут расположены на реке Чанты-Аргун, 4 на реке Шарой-Аргун. Ожидается, что с вводом в эксплуатацию этих гидроэлектростанций республика получит собственные генерирующие мощности более 700 мегаватт с годовой выработкой почти 2 миллиарда киловатт в час. Особо отмечается, что в проектах предусмотрена защита населенных пунктов от возможных наводнений, а также условия для развития сельского хозяйства. По расчетам специалистов, реализация этих проектов даст возможность создать более 800 новых рабочих мест.
На прошедшей неделе состоялась встреча представителей миграционной службы Норвегии и уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Нурдина Хожиева. В ходе встречи иностранные гости интересовались социальным положением возвратившихся на родину беженцев и вопросами социального обеспечения граждан, потерявших жилье и имущество в период боевых действий. В этой связи чеченский омбудсмен отметил, что благодаря усилиям руководства республики обустройство нуждающихся в жилье граждан решается в полном объеме и, более того, налажено практически в конвейерном порядке. По словам уполномоченного по правам человека, уже в текущем году должен полностью и окончательно решиться вопрос о выплате компенсации пострадавшим в ходе боевых действий. В заключение уполномоченный выразил желание наладить сотрудничество с омбудсменом Норвегии. Гости, в свою очередь, поддержали инициативу Нухажиева и выразили готовность оказать содействие в налаживании контакта с норвежскими правозащитниками. Ни для кого не секрет, что законодателями моды в основном являются представители шоу-бизнеса, а также известные политики и спортсмены, появляющиеся на красных ковровых дорожках престижных кинопремий и светских мероприятий. Но, к сожалению, не всегда модные тенденции совпадают с культурно-нравственными и духовными ценностями. Сегодня в республике много говорится о внешнем облике чеченской молодежи. О том, что молодое поколение в своем стремлении следовать моде потеряло свою индивидуальность и национальный колорит. Об этом же в рубрике «Дайджест Инфо» размышляет и Тагир Салаханов. Самой характеризующей деталью для любого человека, будь то мужчина или женщина, всегда является его одежда. Потому как одет человек, можно составить его психологический портрет. Можно понять предпочтения и неприятия. Можно узнать о вкусах личности, от предрасположенности к тому или иному. Если одежда отдельного человека дает представление о его личности, то по национальному костюму можно узнать целый народ. Национальный костюм горцев у всех кавказских народов имеет общие черты и схожий покрой. Следует отметить, что функциональность одежды стоит у горцев на первом месте. Верхняя одежда горца состоит из черкески, рубашки, штанов. Поверх всего этого одевалась бурка, которая изготовлялась из овчины и, как правило, была довольно длинной. В непогоду она защищала от дождя или снега, также она защищала от ветра. Бурка была одинаково удобна и для пешего, и для всадника. Носили ее на левом плече, чтобы в случае опасности правая рука была свободна и можно было быстро обнажить оружие. Во время привала она служила и подстилкой, и одеялом, а под голову в качестве подушки клали папаху. Бурка, накинутая на воткнутые в землю коля, служила палаткой, а накидывая бурку на оба плеча, человек маскировал свое оружие. Эти преимущества бурки способствовали ее распространению и среди других народов, в первую очередь среди казаков Кубани и Дона. Легендарная черкеска. Ничто не смотрится на мужчине лучше и достойнее. Любые костюмы от Пьера Кардена или Версаче блекнут на ее фоне. Черкеска плотно облегает торс, области талии перетягивается ремнем и расширяется к низу. Обычно черкеска достигала коленя, хотя могла быть и длиннее. Значит, у многих народов Кавказа этот костюм имеет свое название. Но в русской историографии этот костюм, праздничный костюм, имеет название черкеска. Термин черкеска, она появилась в 19 веке. Видимо, потому что большинство горцев тогда собирателями назывались черкесами. Почему? Потому что черкесов было много. Может быть, из-за того, что их численность большая, и доминирующее положение на Северном Кавказе, поэтому назвали этот костюм черкесом. Но чоха, по мнению Джавахашвили, значит, грузинского этнографа, означает на переводе с турецкого «шерсть». Действительно, значит, черкеска, она изготавливалась из домотканной шерсти. Маш, волцы, ногч, маш. И у чеченцев был специальный станок. Маш, буц, дохар. Так он назывался станок. Значит, это массивный станок. Вот на этом станке изготавливались нити шерстяные. Вот, и изготавливалась маша, домотканная сукно. Черкеску шили без воротника, по обеим сторонам груди располагались газыри. В газырях хранились трубочки с мерными зарядами для оружия. Также в них хранился необходимый для горца минимум соли, сахара, нитка с иголкой и прочее. Обязательным элементом костюма считался пояс. Его не носили только дети и глубокие старики. Оставаясь обязательной деталью костюма, пояс имел немаловажную роль для престижа. Богато украшенный, он являлся гордостью своего владельца. Изготовлялся он из качественной кожи и в меру достатку своего владельца, как и газыри, украшался серебром.
Серебряные украшения несли в себе определенную информацию. По ним можно было судить о достатке обладателя. Посмотрите на этого красавца. Вряд ли какая-либо другая одежда более к лицу мужчине. Суконная или шерстяная черкеска самим своим видом украшает любого мужчину. Обратите внимание, ремень – обязательная деталь костюма, и большой живот им не перетянешь. Это еще одно свидетельство того, что чеченцы всегда считали стройную фигуру обязательным атрибутом мужчины, а большой живот был поводом для насмешек и обидных прозвищ. Черкеска считалась парадной одеждой, повседневно чеченцы носили бешмет. И здесь мы видим тот же подход – облегающий верх, стянутая талия и широкий низ. Одним словом, эталонный крой. Разница лишь в том, что нет газырей, а в силу того, что бешмет плотно застегивался, под ним не обязательно было носить рубашку. Если бешмет или черкеску сегодня мало на ком увидишь, то традиционная обувь вайнахов совсем другое дело. Мягкие кожаные мяси довольно широко распространены и сейчас. По словам тех, кто носит ее повседневно, нет ничего удобнее. Причем они сохраняют постоянную температуру ног, как зимой, так и летом. А раньше, как ни странно, мясы носили и мужчины, и женщины. Принципиальная разница между мужской и женской обувью. Вот, например, и женщины, и мужчины носили мясо. Значит, это ичаги с короткими голенищами, короткими. Куда больше распространены среди чеченцев и по сей день старинные головные уборы. Суранкуй, каракулевая шапка, символ достоинства. К ней у чеченцев всегда было трепетное отношение. Сняв с мужчины шапку без его разрешения, в ответ можно было получить удар кинжалом. Тому было объяснение. Каракулевая шапка свидетельствовала, что ее обладатель состоялся как мужчина и воин, и снять с него шапку означало нанести кровную обиду. Также непременным атрибутом мужского костюма являлось оружие. История кавказских народов изобилует войнами и междуусобными стычками. Именно поэтому оружие стало постоянной принадлежностью чеченского мужчины. Что ж, с оружием у нас и сегодня без проблем. Просто выйдя на улицу и проведя хотя бы 5 минут, встретишь десяток вооруженных людей. Милиционеров, военных, просто важных персон. А в национальном костюме, если за весь день одного увидишь, уже событие. Сегодня в нашей республике реализуется государственная программа духовно-нравственного воспитания. Нормы ислама и традиции чеченцев объявлены главными приоритетами общества. Женщины не могут появляться на работе без платков и в откровенной или вызывающей одежде. И это правильно, мы все-таки чеченцы. Но почему бы не установить особые нормы в одежде и для мужчин? Для начала можно обязать всех госслужащих появляться на работе только в черкесках. А что, смотреться будет получше пиджаков и костюмов, да и функциональность не уступает. Опять же, и начальники с большими животами призадумались бы о собственном эстетическом виде. Не подпоясаешься в самом деле тонким горским ремнем, но это так, к слову. Хотя, если серьезно, то национальную самоидентификацию ничто не выражает ярче и точнее, чем черкеска. Чеченский этнос самый крупный этнос на Северном Кавказе по численности. Мы занимаем 4-е место на Кавказе, в Российской Федерации 3-е место, если мне память не изменяет. Но из всех народов постсоветского пространства чеченский этнос, который наиболее пострадал в этом плане, то есть не до конца глубоко изучена материальная культура истории нашего народа. Я думаю, что нам предстоит ученым, землякам более глубже изучить историю, материальную культуру, этнографию нашего народа. И я думаю, в конце концов, выйдет свет, значит, обобщенной, научно обоснованной, глубокой истории, значит, война. Просто представьте, молодого чеченца в парадной черкеске на улицах Грозного. Разве он будет менее интересен женской половине, чем франты, щеголяющие в дорогих костюмах? Да если бы только в них. Подчас на улице можно встретить такое, что не сразу и поймешь, то ли молодой человек, то ли пугало огородное. Чеченцы, наши предки, оставили нам лучшие в мире законы и традиции, самую достойную историю, а еще и прекраснейший образец мужского костюма. Если мы называем себя их достойными потомками, давайте придерживаться хотя бы чего-нибудь из перечисленного, а еще лучше всего этого сразу. Считается, что во дворе нынче век информационных технологий, а всемирная паутина – самое что ни на есть олицетворение этого века. На прошлой неделе паутина сообщила, что авиакомпания «Крузная Авиа» открыла новый маршрут в Сочи, что 73-летний итальянский велопутешественник Януш Ривер покоряет Россию и Чеченскую Республику, и что буквально со дня на день футбольный клуб «Терек» ждет не совсем обычный товарищеский матч. Об этом и не только еженедельные рубрики «Ченет-Инфо».
Численность населения России к 2030 году сократится почти на 3 миллиона человек. Об этом на прошедшей неделе сообщила Росстат. По прогнозу россиян, которых сегодня 141 миллион человек, к 2030 году останется 139 миллионов. Это всего лишь средний прогноз. По пессимистическому прогнозу население уменьшится практически до 127 миллионов, то есть на 14 миллионов человек. Оптимисты же утверждают, что население наоборот вырастет на 6 миллионов человек, сообщают ведомости со ссылкой на Росстат. Повышенная рождаемость предполагается лишь в Южном и Уральском федеральных округах. Заместитель директора Института демографии Высшей школы экономики Сергей Захаров считает, что на юге России самая высокая в стране рождаемость, где лидерами являются Чеченская республика и Дагестан. Причина высокой рождаемости в Ставропольском и Краснодарском краях и большой приток внешней миграции. Буквально в эти дни футбольный клуб «Терек» ждет не совсем обычный товарищеский матч. Уже в четверг команде предстоит вылететь на Ближний Восток, чтобы помериться силами со сборной командой палестинской автономии. Таким образом, клуб заполнит паузу в чемпионате России, связанную с играми сборных. Эта игра стала возможной благодаря договоренности, достигнутой президентом Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ранее главный тренер футбольной команды «Терек» Вячеслав Грозный заявил, что команда с радостью примет это предложение. Министр спорта Чеченской республики Хайдар Алханов на встрече с Рамзаном Кадыровым дал неплохую оценку игре команды, однако отметил, что на данном этапе команда нуждается в активизации селекционной работы. После возвращения на родину команду ждут 3 непростых матча с лидерами чемпионата – Крыльями Советов, ЦСКА и Зенитом. А уже 22 июня после окончания первого круга первенства «Терек» выезжает на сборы в Австрию, где проведет 2-недельный сбор. Авиакомпания «Грозная Авиа» открыла новый маршрут в Сочи. Об этом сообщает информационный ресурс «Сочи-24». Издание отмечает, что в период приближения курортного сезона новый авиамаршрут станет для жителей республики прекрасным подарком. Вылет в Сочи будет совершаться самолетом Як-42, в котором 100 посадочных мест. Полеты на Черноморскую здравницу будут осуществляться в оба конца, каждую пятницу в течение всего сезона отпусков. Стоимость билета доступна для жителей республики со средним достатком. Дети до 2 лет обслужатся бесплатно, а ребятам до 12 лет обеспечена 50% скидка, сообщает издание. Авиакомпания «Грозная Авиа» является самой молодой в России и при этом одной из наиболее динамично развивающихся на рынке воздушных перевозок. Отсюда рейсы в Москву и в Ростов, а также чартерные полеты в различные города России. С начала 2009 года эта компания перевезла свыше 31 тысячи пассажиров. Председатель Духовного управления мусульман Чеченской республики Султан Мирзаев на совещании с кадиями районов республики дал указание привлекать к чтению проповедей в мечетях молодых богословов, выпускников зарубежных вузов и Курчалойского исламского института имени Ахмата Хаджи Кадырова. Об этом сообщает российское сетевое издание «Ислам.ру». Как сообщает издание, в республике много молодых ученых-алимов, которые обладают ораторским искусством и способны своей проповедью доходить до сердец людей. Планируется, что талантливые из молодых алимов получат возможность проводить проповеди, в том числе и пятничные, которые в свою очередь будут транслироваться из главной республиканской мечети имени Ахмата Хаджи Кадырова на территории всей республики. Цель нововведения – выявить алимов, умеющих простыми словами довести до слушателей глубокие истины ислама, цитирует информационный ресурс Духовного управления мусульман Чеченской республики. Событием недели стало ток-шоу «Точки опоры», которое прошло в прошлую пятницу в прямом эфире ЧГТРК «Грозный», в которой бывшие члены правительства непризнанной Ичкерии и ряд религиозных деятелей публично раскаялись в своем противостоянии законным органам власти. Так, в ходе программы бывший муфтий Тевсия, 10 лет скрывавшийся в Астре, признал, что объявленный им в 1999 году газоват был ошибочным. «Я сделал это по недоразумению и под давлением обстоятельств», признался бывший муфтий. Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенков в средствах массовой информации по этому поводу уже заявил, что покаянное заявление борцов за Ичкерию способно укрепить авторитет Рамзана Кадырова в чеченском обществе. Западные правозащитники винили Москву за нарушение мирных договоренностей с правительством Аслана Масхадова. После саморазоблачения бывших масхадовцев этот аргумент потерял смысл, заявил господин Малашенко в этой связи. 73-летний итальянский путешественник Януш Ривер покоряет Россию на велосипеде. Его путевой карте – Краснодар, Ставрополь, Дагестан и Чеченская республика. Крайняя точка российского турне – Курск, сообщает сетевой ресурс телевидения «Первый канал». Житель Рима колесит на своем велосипеде по свету вот уже 9 лет. Имеет постоянную прописку в Италии, но фактически там не проживает. Он колесит по свету и называет себя гражданином мира. Опыт у немолодого путешественника огромный. Он преодолел 110 тысяч километров и посетил 99 стран мира. На этот раз
раз велосипедист решил проехать по югу России. Север страны он покорил уже 4 года назад. Известно, что Януш Ривер уже в Краснодарском крае и едет в Ейск. Ожидается, что буквально на днях он будет и в Чеченской республике. Ривер уже успел рассказать в средствах массовой информации о том, что его долго отговаривали от поездки в республику, но он своего решения не изменил. Итальянский пенсионер путешествует на велосипеде уже 9-й год и останавливаться, похоже, не собирается. С 8 по 10 июня текущего года в Чеченской республике пройдет первый бизнес-форум Хайтехком 2009. Об этом ссылкой на Ассоциацию малого бизнеса Чеченской республики сообщает ряд сетевых изданий. Организаторами форума выступает Ассоциация малого бизнеса Чеченской республики и компания Green Marco Conference. Ожидается, что в работе форума примет участие компания Tandberg, которая является одним из лидеров в области технологий визуальных коммуникаций и занимается разработкой комплексных решений по видеоконференц-связи для различных сфер бизнеса. Заинтересованность принять участие в форуме проявили также ряд ведущих компаний в сфере высоких технологий, такие как информационная индустрия, Lockhart, Intergrus, Infinet, High-Tech Service и другие. Ключевое место в работе бизнес-форума займет конференция по актуальным проблемам развития IT-индустрии Чеченской республики. Планируется, что в рамках форума также будет организована мини-выставка, на которой лучшие российские компании представят свои новейшие разработки и технологии в сфере IT и связи. Сетевой ресурс информационного агентства «Инфо-Ислам» на своих страницах развернул опрос с одним единственным вопросом. Какой город вы считаете мусульманской столицей Российской Федерации? Предлагаются варианты ответов: Москва, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Грозный. В этой связи следует отметить, что о чеченской столице, как о духовном центре мусульманского общества Российской Федерации, в последнее время говорят нередко и, по-видимому, не без оснований. Активизировавшаяся в последние годы столица Чеченской Республики в связи с открытием новой мечети сердца Чечни, созданием своего исламского университета и ряду проведенных мероприятий международного уровня по исламской тематике убедительно демонстрирует, что Грозный действительно стал претендовать на лидирующие позиции в этой сфере. Не менее убедительной в этом плане и особая роль официального Грозного в развитии отношений с исламским миром ближнего и дальнего зарубежья. О завершении своей спортивной карьеры заявил самый титулованный действующий боец-сборник планеты, уроженец Дагестана, чеченец по национальности Бувейс Арсайтиев. Он сам сообщил об этом журналистам на церемонии вручения наград конкурса «Спортивная слава Красноярья-2008», на которую он был признан одним из 3 лучших спортсменов региона в 2008 году. Дмитрий Миндиашвили, бессменный тренер спортсмена, пояснил, что не стал отговаривать Сайтиева от завершения карьеры. Напомним, Бувейс Арсайтиев – 3-кратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира и 6-кратный чемпион Европы по вольной борьбе. Награжден орденом Дружбы, медалью за развитие Чеченской Республики и почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта. Обладатель национальной спортивной премии «Слава» в номинации «За волю к победе». Лауреат европейской награды «Звезда спорта» по итогам игр в Афинах. Майор Вооруженных сил России. Кому-то представленный материал покажется расследованием, а кому-то разоблачением, но это лишь объективный анализ позиции тележурналистов. Члены ваххабитского подполья не оставляют отчаянных попыток втянуть нашу молодежь в свое бандитское сообщество. Завлекая обманным путем и посулами неокрепшую молодежь в свои ряды, они заставляют наших с вами детей участвовать в боестолкновениях, повязывают ее кровью и фактически лишают возможности вернуться к нормальной человеческой жизни. Как это происходит и какие при этом используются формы и методы убеждения, об этом в еженедельной рубрике «Тема инфо». В ходе кровавых экспериментов чеченская нация потеряла около 300 тысяч лучших своих сыновей и дочерей, лишилась свободного существования, доброго имени и была отброшена в своем развитии на многие десятилетия назад по вине кучки подонков, прикрывавших свои низменные инстинкты религиозностью и патриотизмом. Народная память предаст их вечному проклятию. Едва ли не каждый день на лентах информационных агентств, в радио и теленовостях появляются сообщения о явке с повинной в правоохранительные органы Чеченской Республики участников незаконных вооруженных формирований. Как видно, за последнее время ряды незаконных вооруженных формирований покидает все большее количество людей, разочаровавшихся в идеях мифического джихада и в своих бывших командирах. Народ Чеченской Республики уже давно разобрался, где лежат истинные мотивы навязанного чеченскому народу лже-газавата.
И народ против кровопролития и бандитов, скрывающихся в лесах и целящихся в женщин, стариков и детей. Народ называет их не иначе, как отчепенцами. Их имена прокляты в народной памяти. Тем не менее, члены ваххабитского подполья не оставляют попыток втянуть отдельных представителей подрастающего поколения в свое бандитское сообщество. Завлекая обманным путем и посулами неокрепшую молодежь в свои ряды, они заставляют наших с вами детей участвовать в боестолкновениях, повязывают их кровью и таким образом фактически лишают их возможности вернуться к нормальной человеческой жизни. Эмиссары бандитов обещают молодым людям большие деньги, открывают большие перспективы и, активно используя религиозный фактор, обрабатывают идеологически. И именно поэтому сегодня, когда изрядно поредевшая ваххабитская бандподполье доживает последние дни, одна из важнейших целей – недопущение ситуаций, при которых возможна обработка молодежи. И поэтому в ходе этого сюжета мы будем говорить не о том, кто такие ваххабиты и какой вред они наносят чеченскому обществу, а постараемся проследить, как осуществляется обработка неокрепшего сознания молодых людей с целью вовлечения их в преступное сообщество. Сама стратегия ваххабизма основана на постепенном захвате любых территорий и общества. Там, где появляются ваххабитские вербовщики, поначалу они практически не ведут никакой пропаганды, а просто присматриваются. При этом без всяких условий предоставляют финансовую помощь, оказывают знаки уважительного внимания и таким образом отбирают перспективных кандидатов на роль лидеров местных объединений – джамаатов. Считается, что после предварительной обработки и демонстрации огромных материальных благ кандидат не сможет отказаться. Именно этих кандидатов они знакомят со своим учением, и именно эти специально отобранные лидеры из числа местного населения и работают с будущим пушечным мясом, неокрепшей частью молодежи. К ваххабизму молодые люди приходят по-разному. Чаще всего их толкает туда материальная безвыходность и слухи о могуществе и удачливости ваххабитов. Для распространения таких мнений широко применяются специально создаваемые молодежные спортивные секции и кружки по изучению Корана. Перспективных кандидатов заманивают более тонкими методами, курсами по суперэффективным бизнес-технологиям, лекциями и семинарами по религиоведению. В таких собраниях ваххабитские идеи высказываются максимально замаскированно. Основное содержание предельно насыщается оккультными и психологическими элементами, создающими у слушателей ощущение трудности и запутанности духовной жизни. Одновременно упорно проводится мысль о необходимости духовного роста для достижения материальных успехов. И в момент, когда кандидат совершенно запутывается и теряется, появляется профессиональный ваххабитский вербовщик с предложением простого и эффективного решения – войти в братство, которое и есть панацея от всех проблем. Тем же способом завлекают и преуспевающих бизнесменов, которых искусственно с помощью подконтрольных структур ставят на грань разорения, после чего и появляется вербовщик-спасатель. Вербовщики первоначально избегают прямо называться ваххабитами, а просто конфиденциально говорят о возможностях верного получения психологической и материальной поддержки. В течение всего этапа вербовки обрабатываемые чувствуют, как они заботятся, как они сами заботятся о своих и как вообще все прекрасно в кругу ваххабитов. Если на этом этапе еще существует теоретическая возможность по собственной воле вернуться к обычной жизни, на следующих этапах в силу вступает правило «за отречение – смерть». Более страшный путь в ваххабиты идет через плен или захват в заложники. Ваххабитские инструкции требуют от маджахедов подвергать любого захваченного ими человека, в случае, если ему может быть возвращена свобода, процедуре выбора, или принять их идеологию, или подвергнуться крайней степени физического унижения. Все это записывается на видео, а видеозапись затем применяется для шантажа. Основной инструмент контроля и неотхода от идей ваххабизма – тотальное наблюдение, независимо от возраста и общественного статуса. Новоявленный уже не может нигде самостоятельно передвигаться, посещать селения своих родных и близких. Передвижение парами и тройками гарантирует не только постоянное наблюдение, но и чувство единения, неразрывности группы.
هوشي تتيش أنا لا حضرت هيشتغل هوشي وستسوي أوصل ويلي حيشتغل هو لا خارجته ويلي يشتغل سيشتغل ودور شو أي حيشتغل بعد اتشطب بعد عبي شو ده تقصر ما قصدت تيجي حين شو آخر نقول ما ده سموت بيه نقش موت بيزي سياسي ديره أنا هو بيتي هو تعذر يش что على الوجه. Более глубокий анализ личности проводится также в течение многочасовых допросов, длящихся несколько суток подряд, когда различными и постоянно меняющими друг друга людьми задаются практически одни и те же вопросы. Это позволяет прослеживать возможные несоответствия в ответах и природе реакции, обнаруживая тем самым возможную агентуру, а также дает возможность выбирать лица с психологическими качествами, наиболее подходящими для последующего использования. Выбравший ваххабизм тут же должен в террористической акции в некоторых случаях даже расстрелять или зарезать кого-либо. После чего кандидат обязан соучаствовать во всех действиях маджахедов, давать интервью для ваххабитской прессы, многократно повторяя перед видеокамерой, что он добровольно принял ислам. При любом подозрении его снова ставят перед выбором. С этого момента новоявленный маджахед заводит и конспект, один из 3 основных документов, сопровождающих ваххабита всю жизнь. Остальные 2 – ведомости на получение денег и видеоотчеты о проведенной работе. Новообращенному внушается твердая вера в его непобедимость как части уммы всемирной общины мусульман. Для этого постоянно демонстрируются документальные записи побед над врагом с обстоятельным анализом каждого случая. Занятия, так же как и операции, чередуются с рутинно-увеселительными мероприятиями и заучиванием Корана. К концу курса слушатель вызубривает много стихов. Ответы на вопросы инструкторов, иногда демонстрация видеопроповедей известных ваххабитских вождей, также построенных в виде ответов на наиболее частые вопросы. Такова структура их политработы. Проверка эффективности подготовки делается в ходе террористической акции, в ходе которой инструктора обычно отстреливают новичков. Тот, кто не развил в себе достаточную уверенность, может выбыть естественным образом. Иначе говоря, просто погибнуть и быть списанным как боевая потеря. После такого обучения непременно идет индивидуальная стажировка в боевой обстановке. Новичок получает простые, но опасные задания, на которые амиры отправляют только новопринятое пушечное мясо, чтобы не рисковать более ценными кадрами. Приблизительно на каждые 10 новичков приходится не менее 1 замученного пленника или лишенного человеческой жизни. Цель – связать их кровью, вселить веру в свое могущество. Общий эффект непрерывного внушения уверенности в себе в этом учении и создает особый тип одержимых личностей. Такой человек готов на все для сохранения этого ощущения. Любые критические замечания встречает, не задумываясь о сути критики. Более того, с этого момента он уже не принадлежит самому себе. Он не имеет права думать, иметь свое мнение, действовать по своему разумению. С этого момента он уже становится рабом обстоятельств. Все за него решает амир, его непосредственный командир. Нередки случаи, когда новопринятый не имеет даже права говорить без разрешения своего командира. В противном случае незамедлительно последует наказание. Низший контрольный уровень гарантируется тем, что порой для новичка создается ложное ощущение, что он управляется не амиром, а лично шурой, советом, состоящим из более авторитетных ваххабитов. Тем не менее, даже из членов этой шуры араб-наблюдатель в любой момент может найти замену излишне укрепившемуся амиру. Полная взаимозаменяемость как в оружии, так и командных кадрах необходима ваххабитам на случай, если амир не справляется со своими обязанностями. Тогда он или погибает в бою, или подвергается казни. Практически этим методом салафиты обычно регулярно и обновляют руководящие кадры. Здесь же необходимо отметить, что ни амиры, ни само движение, как бы это ими ни декларировалось, ровным счетом ничего не имеют общего ни с боевым братством, ни с истинным исламом. Ислам ими воспринимается не в качестве глубокой духовной традиции, а в качестве идеологического оформления политических притязаний. Наглядным примером этому наша с вами недавняя история. В бандитских группировках, контролировавших до недавнего времени территорию Чеченской Республики, ислам служил лишь для того, чтобы грабежи и убийства называть войной за веру. Ими воспринимались в большей степени лишь те установки ислама, которые связывают
связаны с дележом добычи и значительно реже связанные с судопроизводством, управлением и бытовыми правилами. Предложенное ими так называемое полное шариатское правление на деле оказалось полной дискредитацией шариата, руководства Ичкерии и Конституции, на которой зиждилась эта власть. И ичкерийские власти ничего не смогли противопоставить экстремистам, начавшим открытое наступление на власть, традиционный образ жизни чеченцев. Аймир динамит! Если еще 2 дня не будет приличной пищи, я взбунтую местные племена. И вот что сделаю. Объявлю священную войну джихад, например, Дании. Повод найдется. Зачем они убили своего принца Гамлета, а? Точно! Куплю англичан оружие. Англичане любят продавать огнестрельное оружие. Представляете себе вход диких племен в Данию, в Копенгаген. А впереди я на белом верблюде. Пам! Несмотря на введенное шариатское правление, не делалось ничего и в целях пресечения деятельности преступных групп, похитителей людей, краж и грабежей, совершавшихся на территории республики. Эти истории еще свежи в памяти. Именно поэтому, если наше общество, каждый из нас, не займет непримиримую позицию и не противопоставит этому явлению свою активную гражданскую позицию, ваххабизм попытается вновь занять свою нишу в религиозной и политической жизни Чеченской Республики. Период своего пребывания в Чеченской Республике этот международный сброд лжепроповедников показал всему чеченскому народу образцы жестокости и аморальности, подстрекая чеченцев на братоубийственную войну. Кроме раздоров и кровопролития, эти безродные отщепенцы не принесли нам ничего хорошего. Опять же, эти изуверы втягивают наших детей в подлые авантюры против своих близких и родных, обрекая их на участь отверженных всей нацией. Историческая наука утверждает, что история движется по кругу. Если следовать этой логике, наша с вами история – это зеркало дня сегодняшнего. Сверимся по времени и проинспектируем ключевые события начала июня в чеченской истории. На этой неделе в непридуманную историю попали всеобщее восстание под руководством чеченского старшины Бейбулата Таймиева, забастовка рабочих нефтяных промыслов Грозного, восстановление чечено-ингушского государственного ансамбля песни и танца и многое-многое другое. Итак, хронология памятных дат июня в истории Чеченской Республики. 5 июня 1787 года имам Мансур совершает поездку в крепость Анапу. Цель поездки – проведение с турецкими властями переговоров о помощи восставшим горцам. Спустя 4 года именно в этой крепости и будет вынужден укрыться с последними отрядами истощенный Мансур. 22 июня 1791 года в ходе штурма и взятия российскими войсками Анапы раненый Мансур попадет в плен и умрет в Шлиссельбургской крепости 13 апреля 1794 года. Шейх Мансур, или как его называют в народе Ушурма, крупный военный, религиозный и политический лидер кавказских горцев конца XVIII века. Шейх Мансур, который является национальным героем чеченского народа, родился по одним данным в 1765 году, по другим данным в 1760 году в селении Алды Большой Чечни. Подробности происхождения как его самого, так и его учения до сих пор мало известны. Однако точно известно, что чеченец Шейх Мансур происходил из степи Элистеншхой. В июне 1812 года армия Наполеона Бонапарта вторглась в Россию. Начинается Отечественная война 1812 года. В этой войне в чине ротмистра участвует и будущий генерал российской армии Александр Чеченский. Именно в июне начинаются знаменитые рейды Дениса Давыдова по тылам противника. Во всех партизанских боевых действиях проявляется незаурядная храбрость и Александра Чеченского, которого Давыдов постоянно выделяет в своих реляциях. 26 августа 1812 года ротмистр Чеченский, позже генерал-майор, участвует в знаменитом Бородинском сражении. С августа по декабрь 1812 года Чеченский со своим отрядом прошел с боями от Вязьмы до Смоленска, Вильна, Гродно, Польши. За взятие Гродно без кровопролития Александру Чеченскому было присвоено звание майора. Позже за воинскую доблесть в ходе Отечественной войны Чеченский будет награжден орденом Анны с бриллиантами и очередным повышением в чине.
В июне 1825 года в Чечне вспыхнуло всеобщее восстание под руководством чеченского старшины Бейбулата Таймиева, которое растянулось на 2 долгих года. Уже с начала XIX века народам Северного Кавказа нужен был новый лидер, способный возглавить освободительное движение. Таким и стал известный своими подвигами 23-летний Бейбулат Таймиев. В начале 1822 года Бейбулат при помощи влиятельных чеченских кадиев Абдул-Кадыра из Герменчука и Муллы Мустафы пытается поднять восстание в Чечне, но это ему удается лишь в 1824 году, уже при помощи Авки Герменчукского. В апреле 1828 года Бейбулат Таймиев с объединенным войском бойцов Чечни и Дагестана начинает захватывать ряд военных укреплений. Слава Таймиева разнеслась по всему Кавказу. 14 июля 1831 года недалеко от укрепления Тангичу Бейбулат Таймиев был убит предательским выстрелом в спину. 1-2 июня 1842 года чеченский наиб Шуайб Мулла Цантароевский в знаменитой Ичкеринской битве с царскими войсками под командованием генерал-адъютанта Граббы полностью и окончательно разгромил многочисленный отряд генерала. В сражении, длившемся несколько дней, царские войска были окружены и с трудом вырвались, потеряв около 1800 солдат и офицеров. Большие трофеи и 2 пушки достались мюридам. За этот подвиг Шамиль, спешно вернувшийся из-под Казику-Муха, наградил Шуайба Цантароевского расшитым золотом трофейным знаменем, а также орденом в виде звезды с надписью «Нет силы, нет крепости, кроме Бога единого». Маршал лесной войны, так назвал этого человека советский писатель Павленко. Выдающиеся заслуги одного из самых знаменитых, талантливых и удачливых полководцев имама Шамиля отмечали многие царские военачальники и зарубежные дипломаты. 13 июня 1906 года завершилась забастовка рабочих нефтяных промыслов Грозного. Всеобщая и самая крупная по тем временам забастовка рабочих города Грозного и его окрестностей началась еще 10 мая. Забастовкой руководил избранный стачечный комитет во главе со слесарем со старых промыслов Ивановым. Рабочие предъявили нефтепромышленникам 33 требования. В том числе установить 8-часовой рабочий день, повысить заработную плату, предоставить квартиры, открыть школы для детей рабочих и организовать детям бесплатное обучение. Нефтепромышленники сопротивлялись долго и упорно. Забастовка длилась ровно месяц. Фирмы терпели колоссальные убытки. Однако выступление рабочих закончилось их полной победой. Рабочие добились 8-часового рабочего дня вместо 10-12 часов, чего тогда еще не было и в крупных промышленных центрах России. 13 июня 1906 года состоялось последнее заседание стачечного комитета. В июне 1941 года с началом Великой Отечественной войны началась героическая оборона Брестской крепости, в которой приняло участие более 300 выходцев из Чечено-Ингушской АСР. Факт участия чеченцев в Бресте советская власть долгие годы замалчивала. Депортированный народ не мог быть героическим. Поэтому сотни погибших в стенах непокорной крепости были признаны без вести пропавшими. О судьбе сотен уроженцев Чечено-Ингушетии, попавших служить в части гарнизона, долгие годы ничего не было известно. Большая часть архивов и личные документы красноармейцев сгорели во время пожара, который полыхал над развалинами больше месяца. Сегодня в центре Брестской крепости есть стела, под которой покоятся останки 850 воинов. На сегодня известны имена 222 человек, чьи инициалы золотом высечены на плитах мемориала. Среди них всего лишь 3 уроженцев Чечни – Лалаев, Узуев, Абдрахманов. – 3 июня 1956 года в условиях депортации в Киргизии восстановлен Чечено-Ингушский государственный ансамбль песни и танца. Ансамбль был образован в 1939 году. Его создавали корифеи песенного и танцевального искусства, такие как известный исполнитель характерных танцев Ваха Дакашев, драматург Абдулла Хамидов, Ваха Татаев и другие. Первоначально коллектив состоял из большого хора и 15 исполнителей народных танцев. В 1940 году ансамбль отправился на свои первые гастроли в Пятигорск, а затем в Москву. В это время в нем уже танцевал легендарный Махмуд Эсамбаев, которому было в ту пору всего 15 лет. Свой первый концерт в восстановленной Чечено-Ингушетии ансамбль дал в зале филармонии Грозного. К концу 60-х годов государственный ансамбль песни и танца ЧССР – это интернациональный коллектив, который исполнял песни и танцы народов Кавказа. В 1974 году ансамблю присвоено название «Войнах».
12 июня 2000 года Ахмат Кадыров назначен главой администрации Чеченской Республики. Политическая карьера Ахмата Кадырова началась с того, что в 1989 году в селе Курчулой Шелинского района он основал первый на Северном Кавказе исламский институт и в течение года являлся его ректором. Осенью 1991 года стал активным деятелем Духовного управления мусульман Чеченской Республики. 12 июня 2000 года президент России Владимир Путин назначил Кадырова главой администрации Чеченской Республики. 5 октября 2003 года на выборах главы республики Ахмат Кадыров избран президентом. На жизнь Ахмата Кадырова покушались 19 раз, 20-й достигла целей. Похоронили Ахмата Кадырова 10 мая 2004 года в селе Центарой. Указом президента Российской Федерации ему было посмертно присвоено звание Героя России. Кадыров был самой яркой фигурой чеченской политики и истинным вождем своего народа. На родине он имел огромный авторитет и снискал уважение даже у самых злейших врагов. Что знают в мире о характере и социальной роли чеченской женщины? Только то, что обычно говорится об исламской женщине, однако реальный образ чеченской женщины в такие представления никак не укладывается. Один из образов чеченской женщины – известная летчица Ляля Насуханова, которая ценой неимоверных усилий добилась того, что вошла в десятку лучших летчиц СССР. В 1964 году ее назначают командиром авиационного звена. До нее ни одна женщина в бывшем Советском Союзе не удостаивалась такой должности, летая на реактивных самолетах-истребителях. 4 раза она сделала попытку попасть в отряд космонавтов Советского Союза, но, увы, клеймо спецпереселенца давало о себе знать, сопровождая как тень. Ляля Насуханова – первая летчица-чеченка, парашютистка и видный общественный деятель в историю Чечни, влетела словно птица с неба на самолете. Став первой летчицей-чеченкой и тем самым доказав, что можно заниматься любимым делом, сохраняя и приумножая те качества, которыми издревле гордились чеченские женщины. Все началось с парашютного спорта, в котором Ляля начала заниматься в 50-е годы в Алма-Ате. Девочка втайне от родителей записалась в кружок, где и зародилось ее желание стать летчицей. Рассказать о своей заветной мечте родителям она, естественно, боялась. Они в корне расходились со строгими чеченскими обычаями, и, понятное дело, выбор ее никто не одобрил бы. В те времена в авиацию женщины попадали крайне редко, не говоря о том, что среди чеченского народа это был беспрецедентный случай. Однако объяснить странное желание чеченской девочки стать летчицей очень просто. Сначала появилось желание полететь на родину в Чечню на крыльях, а после мечтать стать летчиком и, сев за штурвал самолета, улететь в синее небо, к любимым горам. Родилась Ляля Насуханова в 1939 году в колыбели многих известных в республике и за ее пределами людей, в селе Старые Атаги. Еще в детстве она узнала горький хлеб, чужбины в ссылке в Казахстане. Там, в далеком Казахстане, вчерашняя школьница совершила свои первые 86 прыжков. Отсюда и начался ее путь к мечте стать летчицей. Именно здесь, еще учась в школе, она заболела небом и записалась в кружок парашютистов Алма-Атинского аэроклуба. В те годы в авиацию женщины попадали редко, в виде исключения, поэтому мать прямо дар речи потеряла, когда однажды в книжке дочери нашла ее секретные документы. Только и сказала: «Не женское это дело», и махнула рукой. Знала, что если Ляля решила, то отговаривать бесполезно, упрямо была невыразима. Отец тоже не очень-то препятствовал увлечению дочери. Верил, что с годами дурь из девичьей головы все-таки вылетит. Таким образом, на пути Ляли в осуществлении своей мечты отныне не стало преград. После окончания аэроклуба она поступила и успешно окончила Центральную летно-техническую школу в Саранске. В 1957 году настал исторический момент для чеченцев, который повлиял на судьбу не только Ляли, но и всего чеченского народа. В это время, по решению Верховного Совета СССР, были восстановлены национальные автономии репрессированным народом, среди которых были и чеченцы. Вернувшись на родину в 1957 году, Ляля поступила в Махачкалинский аэроклуб летчиком-инструктором. Набирала опыт пилотажа воздушной акробатики. Окончив его, продолжила учебу в Центральной летной школе ДОСААФ, стала профессиональным летчиком-инструктором. Работала сначала в Махачкалинском аэроклубе, совершенствуя летное мастерство и разнося добрую славу о многосторонних талантах и возможностях родного народа. Участвовала во многих международных, союзных, всероссийских зональных соревнованиях.
по самолетному спорту. Первые успехи пришли к Ляле в конце 60-х годов прошлого века. В составе сборной команды Дагестана молодая спортсменка в городе Ростове на первенстве по южной зоне России стала чемпионом и получила диплом первой степени. Однако все эти достижения ей давались нелегко. Войти в десятку лучших летчиков СССР ей пришлось ценой неимоверных усилий. Она училась и работала в неравных условиях. Вспоминая свою жизнь, она писала: «Мое положение усложнялось еще и тем из спецпереселенцев, то есть людей второго сорта, о чем нам напоминали на каждом шагу. Настойчиво пробивалась она и в военное авиационное училище, где готовили летчиков высшего пилотажа. Тернистый путь туда лежал через Генштаб. Наконец она поступила в это училище и успешно закончила его, и стала мастером высшего пилотажа. Ляля была настоящим асом в области пилотажа. Бесстрашная, хрупкая женщина принимала участие в соревнованиях наравне с летчиками-мужчинами. На первенстве СССР по самолетному спорту в городе Куйбышево она заняла 18 место среди 54 летчиков. Следующим достижением стало 3-е место на первых соревнованиях по самолетному спорту СССР среди женщин в Москве. Бронзовую медаль Насуханова получила за 27 фигур высшего пилотажа в 20 комбинациях. Из Москвы Ляля увезла не только награды, но и самое важное для любого профессионала – признание своего мастерства. Ее включили в сборную команду СССР. Планировалась ее поездка в Испанию на первенство мира, но международный дебют не состоялся. В это время Ляля готовилась стать матерью. Восхищенные мастерством чеченки-пилота, присутствующие на соревнованиях летчики-космонавты, герои Советского Союза Андриян Николаев и Валентина Терешкова писали в газете «Грозинский рабочий»: «Мы с большой радостью следим и гордимся успехами первой летчицы чеченки Ляли Насухановой. Мы много слышали рассказов о мужестве и отваге чеченской молодежи. А недавно, увидев на соревнованиях по высшему пилотажу Лялю, мы воочию убедились в правдивости этих рассказов. Считали бы за честь летать с ней вместе в космос». А поэт Иван Минтяк, также восхищенный летчицей, посвятил ей целую поэму «Земное небо». Так, шаг за шагом умножала Ляля Насуханова славу своего народа и своей республики. 23 года она работала в авиации. Она доказывала право женщины летать на современных реактивных самолетах. Мечтала попасть в отряд космонавтов и демонстрировала свои способности и подготовку. Ее друзья-космонавты пытались помочь ей в этом, но для включения в отряд требовалось специальное решение Центрального комитета партии. Главной помехой здесь оставалось клеймо спецпереселенца, то есть то, что она была чеченкой. Это не зависело от нее, это было несправедливо. Но ни в теории, ни в практике никогда она не была слабее лучших советских летчиков-мужчин. Она реализовала возможности своей профессии до предела. Материал «Сердце, отданное небу», в котором автор рассказывает о Ляле Битаровой Насухановой, первой летчице чеченки, заслуженной мастером спорта СССР по самолетному спорту. В 1964 году ее назначают командиром авиационного звена. До нее ни одна женщина в бывшем Советском Союзе не удостаивалась такой должности на реактивных самолетах-истребителях. 4 раза сделала она попытку попасть в отряд космонавтов Советского Союза. Но, увы, клеймо спецпереселенца давала о себе знать, сопровождая как тень, говорится в статье. Насуханова в Махачкалинском аэроклубе проработала долго, до самого перехода на гражданскую работу. В Центре подготовки летчиков ДСААФ в станице Калиновской много сил и энергии отдала Насуханова и работе в Грозненском учебно-авиационном центре. Она была летчиком-инструктором, командиром звена реактивных истребителей МиГ-17. На разных типах самолетов Насуханова налетала более 2000 часов. Воспитала более 200 летчиков из разных республик СССР. Командир центра отмечал: летать любит, летает грамотно, смело. Она еще в это время заочно училась и на историческом факультете Чеченского государственного педагогического института. Но пришло время расстаться с небом. Учитывая огромный воспитательный опыт Ляли, руководство республики доверило ей пост секретаря Грозненского райкома КПСС, откуда она через несколько лет перешла на работу в областной совет профсоюзов. Работники культуры республики избрали Лялю Насуханову председателем своего обкома профсоюзов, где она и трудилась до последних дней. Однако общественная деятельность Ляли Насухановой началась не тогда, когда она по возрасту ушла из авиации. Ее выбрали секретарем Грозненского сельского райкома партии, затем депутатом Грозненского госсовета гораздо раньше. На встречах со знаменитой спортсменкой в школах, в вузах, на предприятиях зал всегда был полон. Она получала сотни писем от молодежи с вопросами, какую выбрать профессию, как стать счастливой, независимой. И ни одно из писем никогда не оставалось без ответа. В 80-е годы в гости к Ляле Насухановой приезжал Георгий Береговой, кандидат психологических наук, начальник Центра подготовки космонавтов, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР. Заслуженный летчик-испытатель СССР Георгий Тимофеевич вручил Насухановой диплом Федерации авиационного спорта за заслуги в подготовке спортсменов ДСААФ. Ее вспоминает как женщину уникальной судьбы. Она стала первой летчицей-чеченкой. Она вырастила не только своих детей, но и поставила на крыло десятки молодых людей разных национальностей. Ее реактивный МиГ летал в мирном небе. Ее личную судьбу можно было бы считать счастливой. Но вот, что бы сказала она об этом. Так можно было считать, если бы не две народные трагедии, которые выпали на мой век. Выселение 1944 года и события, которые начались в 1994 году и продолжающиеся до сегодняшнего дня. Так что счастье мое относительное.
Феномен Ляли Насухановой не в том, что она стала летчицей, а в том, что она не переставала чувствовать себя частью своего народа и в полной мере осознанно разделяла его судьбу. В 2000 году чеченская женщина-летчица из Старых Атагов жила как беженка вместе со своей семьей в осетинском селе недалеко от города Владикавказ. Там же беженкой ей и довелось скончаться в январе 2000 года. Первая летчица-чеченка, парашютистка и видный общественный деятель похоронена во Владикавказе. Вот таким удивительным образом сложилась судьба чеченской девушки Ляли, которая, следуя зову сердца, навсегда вписала свое имя в историю своей республики. Она ушла из жизни относительно рано, ей было всего 61 год. Но память о ней сохранилась и в глазах тех, кто ее знал близко. Она до сих пор молодая, красивая, уверенная в своем счастливом будущем. Далгей Штуйц. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите программу «Чечен Инфо» в следующую субботу. С вами был Валет Генаев. До свидания.